Здравствуйте, это программа «Учурда», в студии Алия Рашева. Уже завтра состоится Евразийский экономический форум. В нем примет участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В преддверии масштабного мероприятия в рамках председательства Кыргызстана в органах ЕАЭС побеседуем с политологом, кандидатом философских наук Эмилем Каниметовым и народным художником, скульптором Базарбеком Сыдыковым. Эмиль Джангорозович, первый вопрос к вам. Сегодня состоялась научно-практическая конференция «Кыргызско-казахские отношения. Тенденции развития». О чем сегодня шла речь на встрече? Наша конференция «Научно-практическое мероприятие». В нем участвовали очень многие известные ученые Казахстана, руководители Национальной академии наук Казахстана, и со стороны кыргызской научного сообщества были представители Национальной академии наук нашей республики. Конференция приурочена к приезду президента Казахстана Токаева послезавтра, а также посвящена 30-летию казахских дипломатических отношений, установления дипломатических отношений. И основной цель сегодняшнего мероприятия – это прежде всего создать платформу для представителей научных и образовательных организаций, чтобы в дальнейшем они могли строить базу, основу для формирования, укрепления казахских и кыргызских отношений. Без теоретической работы, без работы усиленного творчества со стороны представителей социогуманитарных наук невозможно ни идеология, ни тесные взаимоотношения в сфере экономики и финансов. В нем сегодняшнее мероприятие – это основной вывод, к которому пришли наши ученые. И я думаю, что приезд Касым-Жомарта Токаева завтра она ознаменует уже новый этап в взаимоотношениях между нашей республикой. Раньше, до этого, были, конечно, взаимоотношения, были различные периоды различных президентов. В целом, в экономической сфере вложения Казахстана, инвестиции со стороны Казахстана каждый год общее число составляет около от 20 миллионов до 50 миллионов. Это после Китая и России занимают третье место. Но нужно иметь в виду, что инвестором являются казахстанские олигархи или какие-то структуры, которые у них свои корыстные интересы. В дальнейшем я уверен, что близкие отношения между нашими президентами и со стороны казахского интеллектуального, творческого, более подготовленного академического сообщества, отношения в экономической сфере, финансовой сфере будет преследовать и интересы Кыргызской республики, кыргызского населения. Также Казахстан, в отличие от нас, более модернизированное, вестернизированное государство. У нас сохранены традиции более консервативного уклада. Те древние духовные, культурные традиции древних тюрков в более полном масштабе, если не полном, но в какой-то мере больше сохранен у нас. И здесь проявляется воля народа. Не случайно происходит смена властей, но мы эту волю, эту силу духа, эти наследия должны раскрыть в форме современной эпохи, в форме использования современной технологии, механизмов реализации этого потенциала. Казахстан более шаг впереди у нас, но у них тоже недостатки. Мы должны компенсировать друг друга недостатки и использовать преимущества. И подход должен быть то же самое, которое еще подчеркивали, озвучивали все гениальные люди казахского, кыргызского народа. Чингис Айтматов не случайно сказал: казахи и кыргызы – это единый народ, один народ и два государства. Абай то же самое сказал. Ни одного казаха не должно быть сомнений об едином происхождении казахов и кыргызов. Мавджан Джумабаев, Хусейн Гарасаев, Мухтар Шаханов все в один голос утверждают и завершают, что мы должны исходить
из единой позиции. Наиболее теснейшие братские отношения нет. Даже если общие тюркские корни едины другими народами, но среди них наиболее близкие отношения, близкие связи именно с казахами. И эти связи должны быть сохранены и во внешнеполитических отношениях, внешней политике нашего государства. Должна проявляться во всех сферах, и в экономике, и в образовании, и в науке. Сегодня мы заключили много договоров, были определенные планы, и, надеюсь, мы будем реализовать эти планы. Казахская академия наук, в частности, вот руководитель казахской делегации Сейдуманов Серик Турарович, академик и директор Института философии, политологии, религии, он как раз об этом подчеркнул, и его институт является сопричастным автором вот этих глобальных казахских проектов о модернизации казахского национального сознания и так далее. То есть мы должны вместе работать. Не должно быть доминировать нашим обществом, как в кыргызском, казахском и в России то же самое происходит, замена интеллектуально-рационального мышления псевдорелигиозными, полумистическими, паранаучным формой мышления. Люди начинают доверять этому, и это ни к чему хорошему не приведут. Поэтому более-менее подготовленные, интеллектуально развитые люди должны вмешиваться в этот процесс, должны влиять, направить политику наших государств, руководителей нашего государства. И в один голос твердят наш президент Касым-Жомарт Токаев, озвучивает те же слова вот Абая, Гунанбаева, Айтматова. Она должна найти форму реальной жизни, должна реализоваться в повседневной жизни. Прежде всего в сфере науки должна быть разработана определенная теоретическая методологическая концепция направления. В этом направлении работа ведется, и цель нашего сегодняшнего мероприятия заключается именно в этом. На конференции еще затрагивалась такая интересная тема кыргызской и казахской философии. В чем синтез культурных традиций? И я прямо скажу, что без гуманитарной науки, без философии невозможно никакой идеологии. Она опирается именно в разработке представителей социогуманитарных и философских наук. Сейчас происходит обратное. Каждый, кто мнит себя более-менее осведомленным или мыслящим человеком, предлагает свое предложение по идеологии, навязывает всем народу, президенту, но от этого никакого толку не выходит. Поэтому целенаправленная, очень тщательная работа, вот теоретическая работа интеллектуального слоя, научно-интеллектуального сообщества необходима. Она жизненно важна сейчас. Все научные разработки в течение 30 лет были отстранены. А эти люди, их подлинно представители науки заменяют псевдонаучные люди, псевдоакадемики, псевдодоктора, член КАРА сейчас пытаются тоже повлиять на политику, точно так же, как псевдорелигиозные, вот, ориентированные на арабские деньги, на пакистанские, на турецкие деньги, на российские западные деньги. Различные группировки работают, но у них нет внутреннего чувства субъекта. А такой субъект, чувство субъективности, чувство субъекта у казаков, кыргызов есть глубинное чувство, но она должна найти форму, обрести форму. Вот эта форма, прежде всего, разрабатывается в теоретическом плане. Цель философов казахских, она уже давно ведет они работу, и, надеюсь, наши ученые также будут активно вести свою деятельность в этом направлении. Тесно необходимо работать государственными институтами, президентской администрацией. И не только те люди, представители религиозные, которые работают с арабскими, турецкими, пакистанскими силами, должны влиять на них, а должна найти как бы научно обоснованные, интеллектуально продвинутые направления разработки, вот, дойти до них и реализоваться в реальной политике.
Немалый вклад в развитие межкультурных связей Кыргызстана и Казахстана внес и Базарбек Сыдыков, заслуженный деятель культуры Кыргызской республики. Базарбек Кимбельдиевич, вы автор многих скульптур не только в Кыргызстане, но и в Казахстане. Расскажите о своих работах в соседней стране, с чем они связаны, чем или кем вы вдохновлялись? Мне повезло работать в нашем университете имени Шанала Арабаева. Почему? Потому что там и занимаются студенты Казахстана, соседного. И они приходят, увидят наши работы в Бишкеке. И мои работы посмотрели, увидели. Это Кожомкул, Манас понравился. Когда я Кожомкула лепил, тогда из Казахстана ребята пригласили меня, чтобы им тоже это, в Казахстане, в соседнем Астане, поставил памятник. И я рад, что там поставил памятники Кулагер, Тулпар Великой Степи перед въездом города Астана. Потом еще это памятник Тасамбаева поставил. Симпозиум проходил недавно, там тоже года 3-4 назад. Я поставил это, свою композицию «Эльчибала». Эльчибала там изображена интересно по сюжету сказки, кыргызской народной сказки. Она весь наш народ знает, и им очень понравился. И я рад, что работаю там и здесь. И мне разницы нет по разговорным речи. Казахи мне хорошо понимают, я их хорошо понимаю. Мне, наоборот, сложнее получится русский язык. Ну, вы затронули тему студентов. Насколько я знаю, у вас есть еще и казахские студенты. Да. Которые обучаются. Сейчас они тоже выбрали эту стезю, да? Они работают именно в творческом направлении. Они уже окончили, работают уже знаменитые художники. Например, Абдуахат Муратбаев уже знаменитый художник, это окончил наш вуз. И я рад, что он творчески работает. Знаменитый не только это в Казахстане, Кыргызстане, уже его признают и за рубежом, а также наши совместные студенты работают в других это, городах и других вузах, в школах, директорами работают, даже окончив наш художественный факультет. Нравится, короче. Нравится. А какая работа вам наиболее запомнилась больше всего? В Казахстане или Кыргызстане? В Казахстане. В Казахстане мне понравилась своя работа, это Тулпар Великий, Кулагер, Тулпар Великой Степи. Он 12 раз Аламан Байге, он это в скачках участвовал, и 12 раз первым прибежал. И это памятник мне заказали, я рад, что поставил памятник перед городом Астана. Насколько я знаю, творческие люди, они никогда до конца не бывают довольны своей работой. Им все время кажется, что можно здесь-то подправить, или как вы как относитесь к своей работе? Критически или умеренно все-таки? Критически, да, критически, потому что уже после окончил, уже все равно исправить невозможно. Это памятник уже поставил, уже исправить нельзя. Но мы все равно внутри переживаем свое, если недовольны. Но постараемся сразу это исправить желательно, потому что материал твердый. И... Мы к этому вопросу еще вернемся. Сейчас, Эмиль Джангурулович, вы наверняка проводите параллель между культурой и искусством прошлых лет и сегодняшнего времени. Чем современное искусство и культура отличаются от прошлого? Далеко ли шагнуло современное искусство Кыргызстана и Казахстана вперед? Современное искусство более вестернизировано, быстро модернизуется. Казахстанское искусство, оно вестернизированное искусство. В сравнении с казахстанским, в Кыргызстане сохраняется основа древнетюркской культуры, основа древних евразийских духовных истоков. Она проявляется. Базарбек Агай тоже не случайно так появился. Он тоже получает во сне какие-то знаки, это реализует памятник Манаса, например, может рассказать. Таких случаев много. И современная культура, в отличие от предыдущей, например, кыргызской культуры, которая более гармонична, более естественна, больше ближе к душе народа, сейчас происходит также очень много искажений, очень много повторов, имитаций. Но есть великолепные шедевры, великие
наши художники и писатели, которые сумели трансформировать духовные традиции кыргызской культуры в современный период. Сразу можно сказать, это исключительная личность Чингиса Айтматова, Рыспай Абдыкадырова, Аллы Холосманова, которые по-настоящему сумели модернизировать кыргызский культуру на современный лад. Но, к сожалению, большинство населения сознание еще не модернизировано. Они не могут воспринимать в полной мере то, что они сделали. Гуманистическая личность Айтматова, его достижения, его ценность внутреннего мира до сих пор не был воспринят. Русскоязычные, русские, советские люди, они воспринимали. Поэтому им было трудно выживать в кыргызском обществе. Не случайно писал Грибоедов. В России то же самое процессы происходили где-то 200 лет назад. Грибоедов писал как раз об этом пьеса «Горе от ума». То есть человек модернизировал сознание, получил образование, мыслит глубоко, все видит, осознает пути выхода, как все это решать. Но окружение, среда – это совсем другая. Живет еще в темном лесу, горе от ума, а холода назад много, наверное. У нас такая параллель, полярность нашего общества сохраняется до сих пор. Часть людей очень образованная, модернизированная, сознание развито. Часть людей во время 30-летия нашей жизни, после 90-х годов, школа разрушена, люди деградируются, и их загоняют обратно в лес, псевдорелигиозный лес, где даже мораль не первой степени, а все сектантское направление, политизированное направление. Это очень опасное, которое финансируется со стороны, входит в различные глобальные проекты. И цель таких мероприятий, как наша, цель более-менее осознанного, гуманистического, направленного, интеллектуального развитого слоя нашей республики, Казахстане, везде, во всем мире должна заключаться в том, что эти проблемы должны найти разумные основы, должны найти научно обоснованно. И, естественно, мы должны сохранить гуманистический подтекст, духовно-нравственный стержень нашей нации, то есть она есть той культурой, которая была. Но люди живы, каждое поколение живет свою жизнь. И воспроизводство культуры, донесение до них через модернизацию духовных традиций, как сделали Айтматов и другие, к сожалению, оно не было воспринято. И сейчас достиг до опасной точки. Это арабизация, политизация, западизация, даже начинается китаизация, русификация, она происходит так, не опираясь на духовные достижения, на наследие, великие достижения советского модерна, перечеркивая это, пытается реанимировать псевдотрадиции, псевдорелигиозные традиции. И люди не знают, теряются. Вот в чем заключается опасность. И Казахстан, и Кыргызстан – это единое духовно этногенетическое пространство пока что. И мы должны вместе противостоять и двигаться дальше. Что касается традиций, какие традиции два народа, кыргызский и казахский, переняли друг у друга? Сейчас очень много споров и раньше было, и сейчас возникает вокруг традиций наших танцев, песен, даже наших народных национальных блюд. То есть тот же самый бишбармак. Исконно здесь историки как-то разбираются, кто изначально был прародителем той или иной традиции. Кыргызский народ или все-таки казахский? Нет, мы различные вариации, версии единого народа, и наша культура традиции точно так же является вариацией. Другое дело, где и как сохранено больше все это духовные истоки. Я убежден, что кыргыз является осколком ядра тех древних, древнетюркских, древнеевразийских империй. Не случайно казахи, кыргызы отстояли Москву, не случайно именно решающий момент они оказываются в решающем месте, потому что в горах это легче защищаться, многие века, многие
годы, тысячелетиями здесь как бы больше сохранено вот этот этногенетический материал именно в горах, вершинах горы. Потом только в конце XIX века начали доходить как бы отголоски цивилизации. Вот русская империя здесь как бы колонизировала и дальше. Но потом уже в советский период кыргызский народ также был интегрирован вот в Советскую империю. Сейчас происходят другие процессы. Казахов, кыргызов нельзя различать. Точно так же мы можем различать вот южный кыргыз. Сейчас границы перекроем, через 100 лет они будут говорить, что мы отдельный народ, у нас свои традиции, мы единый народ. И нельзя все внимание акцентировать на различия, чтобы дальше это появятся проблемы, конфликты. Не случайно возник вот украинско-русский, российский конфликт. Это точно так же 100-200 лет назад был кыргызско-казахский конфликт, война между кыргызскими племенами, Богус-Арвагыш, были резня, война. То есть те более сильные, более развитые, продвинутые центры силы мира, цивилизации, они могут запрограммировать, они могут конструктировать вот эти события, организовать конфликт. Чтобы противостоять дальше, развиваться, мы должны быть готовы интеллектуальным отношениям, научно-культурным отношениям. Эти процессы прерваны, она должна дальше продвинуться, используя современные достижения техники, коммуникации, интернета и там прочих, это можно доверстать. Используя вот наш суверенитет, государственной организации всех этих процессов, это возможно реализовать, но должна быть какая-то осознанная масса. Вот этой массы рано или поздно формируется. Не случайно оракульствует многие российские политики, аналитики, в частности, вот Андрей Деветов, он опираясь на китайских даосов и еврейским каббалистам, говорит, вот центр мира будет в Алтае, будет эра алтайской цивилизации. Раньше была европейский цивилизация центром Иерусалима, сейчас уже мир отодвинулся в эту сторону. И убежден, что следующее поколение наши народы еще проявит себя и как в древние времена скажет, окажет весомую заслугу развития человечества. Она должна принести добро, гуманистические начала должна быть сохранена. Наша этика, наша мораль, она отличается. Я думаю, что она была, вот, которую вы упомянули, культуре до прихода цивилизационных процессов. Раньше вот, культура номадов, она была более совершенна в этом отношении. Достоевский и Толстой об этом прямо написали. Вот кочевье идет, а там совершенно другая жизнь, другие отношения. Я читал вспоминания Хусейна Грасаева, Талиб Молдани, также пишет. Это то же самое коммунизм, о котором писал Карл Маркс. Это более такая упрощенная, примитивизированная версия была в этого обществах. Уважение друг к другу, любовь к друг другу, не было ни богатых, ни бедных, забота друг о младших, традиции, культуру. Все это есть, это была и до сих пор находится культура, у нашей культуры, и казахов, кыргыз, но она должна модернизироваться, реанимироваться. А вместо этого сейчас пытается возобновить псевдотрадиции, выдавая за настоящую. Благодарю, Базарбек Агай. Вопрос к вам. Насколько я знаю, наш президент когда-то сам лично заказал у вас памятники. О каких работах? Расскажите. Это сначала было это памятник Боронбай-хана для Иссык-Куля. Тогда Садыр Жапарович, тогда обыкновенный такой же депутат был, как все депутаты. И один прекрасный день пришел и сказал, надо памятник это Боронбай-хану ставить, памятник Иссык-Куле, чтобы он смотрел Иссык-Куль, любовался перед своим озером. Ну, я как положено выполнил его заказ, ему понравился, и мне понравился. Если памятник стоит, и другой раз он сказал, теперь еще другой заказ будет. Этот заказом оказался Хусейн Карасаев, перед которым дома Быгу, перед Быгу, который стоит. И я рад, чтобы это поставил памятник металла, цветной металл, меди выполнено.
И понравился всем студентам. Такие заказы часто не бывает, но я рад, что Садыр Нургожевич сам заказал этот памятник и выполнил этот памятник. Назарбаев особый человек, он все время работает президентами, а там, да, раньше заказал памятник Манаса, теперь Садыр Джапаров заказал вот, Хусейн Русаева, а раньше также, когда был депутатом. Это Аскар Акаевич тоже заказывал несколько памятников для этих зарубежных, ближних и дальних гостей. Я выполняю такие заказы. А какая ваша крайняя работа? Над чем вы работали? Сейчас я работаю, творчески работаю, и сейчас это, когда закончу, расскажу, сейчас пока рано. Кыргызстан председательствует в этом году в органах ЕАЭС. Что дает председательство в Союзе для конкретной страны? Взаимоотношения между нашей страной и Казахстаном она должна строиться не только в рамках ЕС, но между двумя государствами. Но ЕС обязательно должна быть использована так же, как другие международные организации в рамках этих организаций. И имеется возможность в более таком широком масштабе наметить те или иные планы, строить взаимоотношения не только Казахстаном, и включая Россию, где основной игрок. Но тем не менее я убежден, что наши вот тесные отношения с казахами и единая линия во внешней политике поможет отстаивать наши интересы в рамках ЕС, поскольку наши вот таможня, граница, приграничные отношения не только между казахами и другими странами, отчасти имеет напрямую влияние через ЕС, то есть через Россию. Самому российской власти также пора понять, что отстаивая наш субъект, наше развитие, наши интересы кыргызов, казахов, она в то же самое время отстаивая собственные интересы, тоже входит на путь собственного развития. И в этом отношении, я думаю, много что предстоит работать. В Кыргызстане должна доминировать, иметь монополию не только «Газпром», но также казахские нефтяные компании, чтобы было легче жить нашим автолюбителям, нашим сельским хозяйственникам. И так далее. Таких возможностей много. И государство, президент должны защищать интересы простых людей и сельского народа, а не только олигархов. В данный момент многие инвесторы из Казахстана — это прежде всего олигархи, которые преследуют собственные интересы. И Касым-Жомарт Токаев, наш президент, также должен понять, узаконить этих олигархов. И они основной поток денег, налоги должно идти в бюджет Кыргызстана, Казахстана, а не в карман этих людей. Я тоже хочу сказать, что таможня должна быть открыта, потому что с этим таможня только страдает простой народ. Если открыто было бы и художники, и свободные люди сельского хозяйства ходили бы туда-сюда открыто. За рубежом граница открыта, они сейчас свободно ходят и любую республику. А у нас почему-то закрывает, и я иногда вижу по телевидению, и мне неудобно, плохо становится. Ну в чем проблема тогда? Вот буквально месяц назад, да, если брать большегрузные фуры, была достигнута договоренность между Казахстаном и Кыргызстаном о том, что Казахстан не будет проводить контрольно-досмотровые мероприятия при наличии электронных счетов фактур у кыргызских перевозчиков и транзите товаров. Однако буквально на днях все равно на КПП Кен-Булун была зафиксирована огромная очередь из фур. Здесь, получается, тоже грузоперевозчики страдают. Как только такие проблемы возникают, наши депутаты, правительство сразу об этом говорят. На это в какой-то мере реагирует казахская власть, но эта проблема должна быть решена системно. То есть приезд Касым-Жомарта Токаева, наши депутаты встречаются с их депутатами, везде поднимается эта проблема. Я уверен, что эти проблемы могут быть решены при нынешних президентах, поскольку
отношения между президентом уже налажено, а потом оттуда спускается к правительству и так далее. Казахстан в какой-то мере, возможно, пытается защитить собственный внутренний рынок, но она, на мой взгляд, по сравнению с тем, как мы защищаем собственный внутренний рынок, мизерно меньше влияет на казахскую экономику, чем наша экономика. Здесь больше влияния имеют именно казахские торговые компании, казахские олигархи. Кстати, об этом мало кто говорит, мало кто из правительства и наших депутатов заявляет. Но нужно заявить, нужно как каком-то отобрать, включая Хамского шиферного комбината. Это уже политика, но тем не менее, если слушают люди, они давно знают, от людей ничего не скрываешь. Мы сегодня беседовали на тему кыргызско-казахских отношений. Напомню, завтра пройдет Евразийский экономический форум в Бишкеке. Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев прибудет в Бишкек. И сегодня мы беседовали с политологом Эмилем Каниметовым и скульптором Базарбеком Сыдыковым. Спасибо большое, что пришли. Спасибо за интересную и содержательную беседу. В студии работала Алия Арашева. Удачи вам и до свидания.